الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. Хвала Аллаху Субханаху ва Тааля, который нас наставил на прямой путь, который внушил нам желание поклоняться Ему, повиноваться Ему и совершать те действия, которые приводят к Его довольству, к Его милости. И просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы знания, которые мы здесь получаем, были полезными для нас, и чтобы Аллах облегчил нам использование этих знаний. Дорогие братья, мы с вами продолжаем изучение суры Аль-Бакара. И на прошлом уроке, прошлая лекция была посвящена двум аятам, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна алладзина кафару саваун алейхим, аанзартахум ам лам тунзирхум ла ю'минун. Хатама Аллаху аля кулубихим ва аля сам'ихим ва аля абсарихим гишава ва лахум азабун азим». И воистину неверующие, это те, которые отвергают, не признают послание пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Им безразлично, будешь ли ты их увещевать или нет, им это не принесет пользу. Почему же они получили такое положение? Потому что они своими поступками и своими действиями, убеждениями достигли этого. То есть Аллах Субхану ва Тааля наказал их таким образом, что они не внемлют увещеванием, они не видят явные доводы и доказательства, и они не слышат и не получают пользу от наставлений и призыва. Хатам Аллаху аля кулубихим ва аля сам'ихим. Аллах покрыл, запечатал их сердца и их слух, и также глаза их застилает пелена. И как итог этих двух аятов мы сказали, что это есть описание людей неверующих и их качества, и также предостережение верующим, что если он чувствует в своем сердце некую преграду и не извлекает пользу из слов наставления, из аятов Корана, из слов пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, он слушает их, но при этом они никак на него не воздействуют, они не прибавляют ему богобоязненности, у него не увеличивается страх перед Аллахом, у него не усиливается любовь к Аллаху Субханаху ва Тааля, любовь к верующим, и также надежда на Аллаха Субханаху ва Тааля. Значит, этому человеку надо быть внимательнее к себе. Значит, в сердце у человека может быть болезнь, преграда, печать, которая может являться формой наказания от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Да, как мы сказали, что наказание в этом мире, оно касается не только материальной составляющей. Наказание — это не значит какая-то болезнь или потеря имущества, или потеря родственников, близких, или трудности на работе и так далее. Нет. Также из форм наказания это когда Аллах Субханаху ва Тааля запечатывает сердце человека, и он думает, что все у него хорошо, в жизни все у него хорошо, никаких проблем, но при этом, если он заглянет в свое сердце, он обнаружит, что сердце его мертво, и оно не внемлет увещеванием, не внемлет наставлением и не извлекает из божественных откровений, из со слов Аллаха Субханаху ва Тааля и хадисов посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям никакой пользы для себя. Сегодня же мы перейдем к третьей категории людей, которые описываются в суре Аль-Бакара. Первая категория людей — это были люди верующие. Затем вторая категория — это люди неверующие. И третья категория людей, Аллах Субханаху ва Тааля о них говорит: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. И есть среди людей такие, то есть перед этим Аллах Субханаху ва Тааля открыто говорил: «Худаль лиль муттакин» — это Писание
является верным руководством для богобоязненных. То есть Аллах Субхану ва Тааля назвал людей богобоязненными. Далее Аллах говорит: «Инна аллазина кафару», воистину неверующие. То есть назвал эту категорию людей неверующими. Он назвал одну категорию богобоязненными, другую категорию неверующими. И далее говорит Аллах Субхану ва Тааля: и есть такие, он не называет их определенным именем. Он говорит, есть среди людей такие, которые что делают? Говорят: мы уверовали в Аллаха и в последнюю жизнь, в последний день. «Вамахум биму'минин», но они не являются верующими, говорит. То есть они не входят ни в первую категорию богобоязненных верующих и не входят во вторую, да, явно открыто отвергающих неверие. Они говорят: мы веруем, но в то же время они не веруют. Кто же это такие? Это мунафикун, лицемеры. Это мунафикун, лицемеры. И Аллах Субхану ва Тааля не назвал их одним именем, ведь они между, они в состоянии между. Как Аллах Субхану ва Тааля в другой суре говорит: «Музабзабина байна залика, ла иляха уляи ва ла иляха уляи». В суре Ан-Ниса говорит: они колеблются. Они колеблются между этими двумя состояниями, вера и неверие. И они не относятся ни к этим, ни к верующим, ни к другим, ни неверующим. Это третья категория людей, которые описываются в начале суры Аль-Бакара. Эта категория людей является наихудшей. Эта категория людей является наихудшей. Для того, чтобы немножко лучше понять, кто же такие лицемеры, необходимо вернуться к истории. И к истории их возникновения, когда они вообще появились. Если мы будем изучать сиру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, его биографию, мы увидим то, что призыв к религии ислам, он разделен на два этапа. Первые 13 лет, когда пророку, саллаллаху алейхи вассалям, исполнилось 40 лет, пришли первые аяты из Корана. Далее 13 лет он жил в Мекке и призывал людей к исламу. Это мекканский период призыва. И во время мекканского периода призыва лицемеров не было. Лицемеров, которые показывали свою веру и при этом скрывали неверие, этой категории людей не было. Однако, наоборот, даже были люди, которые скрывали свою веру. Они верующие были, но при людях они не говорили, что верующие. Из-за страха за свою жизнь, за свое имущество, за свое здоровье. Потому что жить мусульманам в Мекке было очень тяжело. Они постоянно подвергались различным гонениям, вплоть до пыток и даже убийств. Но когда переселились в Медину, положение мусульман изменилось, особенно после битвы при Бадре. После битвы при Бадре, это сокрушительная победа мусульман, когда более 300 верующих, около 313, оно противостояло 1000-му войску многобожников-язычников. И верующие одолели их, победили. И вот это стало, можно сказать, переломным моментом для укрепления религии ислам в городе Медина, куда переселился пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И это очень сильно изменило вообще политическую арену, скажем. До переселения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в Медине было несколько племен. Были племена арабов, Аус и Хазрадж, также были племена иудеев, Бану Кайнука, Бану Надир и Бану Курайда. 3 иудейских племени было. Да, и у них был свой строй, были старшины, старшие люди, к которым относились с уважением. Но с приходом мусульман, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, положения изменились. И те люди, у которых до этого была некая власть, влияние, они эту власть, влияние потеряли. Те люди, которые пользовались какими-то привилегиями в городе, они эти привилегии потеряли. Потому что главенство взяли мусульмане. И уже мусульмане, они стали управляющими. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стал главой в этом городе. И тогда появились люди, которые, не желая терять своего положения, которое у них было до прихода мусульман, и желая продолжать пользоваться определенными привилегиями, которые у них были, и также пользоваться привилегиями, которые были у мусульман, которые приобретали мусульмане, они показали свою веру. Они внешне заявили, что мы веруем.
Они приходили к пророку, саллаллаху алейхи говорили: мы верим в тебя, как Аллах субханаху ва тааля их описывает: «Иза джа'ака аль-мунафикуна калу нашхаду иннака ля расулюх». Когда к тебе приходят лицемеры, они говорят: мы веруем, что ты являешься посланником Аллаха. Мы свидетельствуем, что ты являешься посланником Аллаха, но по сути в сердцах у них оставалось неверие. Они не признавали религию. Как Аллах субхану ва тааля дальше говорит: «Валлаху я'аляму иннака ля расулюх, валлаху яшхаду инналь мунафикина ля кадзибун». Аллах же знает, что ты посланник Его, но Он свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. Внешнее проявление веры, а внутри скрыто неверие, ненависть, неприязнь к религии ислам, к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям и к мусульманам. И как мы сказали, эта категория людей, она самая худшая. И качества лицемеров, у них много их. Качеств лицемеров их много, которые описываются в Коране и в хадисах пророка саллаллаху алейхи вассалям. И в дальнейшем, в следующих аятах Аллах субханаху ва тааля и описывает их. Кто же такие они, эти люди? На самом деле, вот только почитать аят, он очень страшен. Есть люди, которые говорят: мы веруем в Аллаха и в судный день, но они не веруют. Все мы говорим, что мы веруем в Аллаха и в судный день. И как же страшно будет, если Аллах субханаху ва тааля назовет человека лжецом и скажет: ты не веровал истинно. Каково же положение этого человека? Поэтому приводится от сподвижников, рады Аллаху анхум, что они боялись оказаться из числа лицемеров. Очень удивительная история у нас приходит от Умара ибн аль-Хаттаба. У нас был сподвижник Худайфа ибн аль-Яман, которому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поведал имена лицемеров. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил ему имена лицемеров. Худайфа ибн аль-Яман. И вот Худайфа, рады Аллаху анху, уже после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает, что однажды один человек умер, и люди пришли к Умару ибн аль-Хаттабу и сказали, и позвали его на джаназа. Умар ибн аль-Хаттаб вышел, уже направляется к прочтению джаназа намаза, и Худайфа тормозит его и говорит: стой, говорит, садись. Я знаю, что он один из них. Умар ибн аль-Хаттаб собирался прочитать джаназа, уже направлялся к джаназе. Тогда Худайфа, рады Аллаху анху, говорит его: стой, я амир аль-муминин, стой, о правитель правоверных, о халифа. Я знаю, что он один из них, то есть из лицемеров. И поэтому стой, не следует тебе читать джаназа на него. И что же сказал тогда Умар ибн аль-Хаттаб? Он сказал такие слова: «Нашаттука Аллаха ана минхум». Я прошу тебя ради Аллаха, скажи мне, я не являюсь ли одним из них, говорит. Умар ибн аль-Хаттаб, рады Аллаху анху, это человек, который при жизни был обрадован раем. Это кому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обещал вместо в раю еще при жизни. Он был избранным правителем, халифой мусульман. Его оставил после себя Абу Бакр, рады Аллаху анху. И он говорит такие слова: я, говорит, прошу тебя, ради Аллаха, скажи, не являюсь ли я одним из них, из этих лицемеров? И что сказал ему Худайфа? Ля валя убариу ахадан ба'д. Нет, говорит, и после тебя я никому, говорит, тоже не скажу, является ли он лицемером или нет. То есть подвижники, они понимали смысл этих аятов, они понимали, насколько велико вот этот грех лицемерия, нифак, лицемерия, и страшились его. И далее, и поэтому нам необходимо знать качество лицемеров, чтобы не быть из их числа, чтобы в себе у нас не оставалось этих качеств, даже в внешних проявлениях качеств лицемеров. Аллах субханаху ва тааля, далее описывая лицемеров, говорит: «Юхади'ун Аллаха валладина аману, ва ма яхдa'уна илля анфусахум, ва ма яш'урун». Они пытаются обмануть Аллаха и тех, кто уверовал, но они лишь обманывают сами себя и при этом не чувствуют. Пытаются обмануть Аллаха и тех, кто уверовал.
То есть они внешне показывают, говорят, мы верующие, и при этом желают заполучить определенные блага, привилегии, которыми пользуются мусульмане, материальные, да, или какие-то социальные какие-то формы поддержки и так далее. И думают, они обманывают. Но по сути, говорят, они обманывают лишь самих себя. Потому что Аллаху Субханаху ва Тааля они никак вред не приносят. И они обманывают себя, внушая себе ложные надежды. Вот он боится, переживает за свое имущество, хочет что-то заполучить посредством религии. И когда получает это, думает, что все обошлось, думает, что он преуспел, думает, что он провел, обманул Аллаха Субханаху ва Тааля и обманул верующих. Но он же говорит, обманул лишь сам себя. Обманул лишь сам себя, внушив себе ложные надежды. И удивительно их положение, что даже в судный день они попытаются обмануть Аллаха Субханаху ва Тааля. Как Аллах Субханаху ва Тааля в суре Муджадиле говорит: «Яума яб'атхухум Аллаху джами'ан фаяхлифуна лаху кама яхлифуна лакум ва яхсабуна аннахум аля шай». Когда Он всех их в день суда воскресит и соберет, они будут клясться перед Аллахом. Лицемеры будут клясться перед Аллахом, говорить: мы верующие, мы уверовали, и будут считать, и будут думать, что им что-то полагается. Но что же говорит Аллах? «Яхсабуна аннахум аля шай, аля иннахум хумуль кадибун». Но нет же, они являются лжецами, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. Аллах знает ложь их, Аллах знает лживые намерения и цели, которые они преследуют в своих сердцах. Мунафики, лицемеры. И Аллах Субханаху ва Тааля далее говорит: «Фи кулубихим марад, фазадахум Аллаху марада, ва лахум азабун алимун, бима кану якзибун». В их сердцах есть болезнь, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. Толкователи Корана, да, приводят от сподвижников Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Мас'уда, что же это за болезнь? Они говорят, это болезнь сомнения. Болезнь сомнения. Сомнение в истинности веры, сомнение в истинности послания пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вот эта болезнь сомнения далее привела их к их положению, к лицемерию, к неверию. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля из-за этого им прибавил еще больше болезни. Фи кулубихим марад. Здесь касаемо болезни необходимо упомянуть, что ученые разделяют, что человека одолевают две формы болезни. Одна форма – это шубухаты, сомнения. Другая форма болезни – это шахаваты, это страсть. Это страсть, да, низменные желания, стремления. Так вот же, здесь же мунафиков одолевают обе болезни. В первую очередь это их сомнения, и второе это страсти, их желание заполучить выгоду от этих мирских, из мирской жизни, даже посредством лжесвидетельства о том, что он является верующим. «Фазадахум Аллаху марада», и Аллах добавил им болезни. То есть эта болезнь, их сомнение, их неверие, которое было в сердце, оно прогрессировало. Аллах Субханаху ва Тааля прибавляет, прибавляет и прибавляет. И в них появляются дурные качества, это начинает отображаться в их деяниях, у них появляется самообольщение, у них появляется лжеощущение, что они являются на правильном пути. Они начинают обманывать, они начинают не сдерживать обещания. Ну, об этом попозже, иншаллах. Когда мы закончим изучение аятов, связанных с лицемером, мы подытожим и приведем все качества лицемеров, которые у нас упоминаются в Коране, иншаллах, и в этих аятах, которые нас ждут. Но что же говорит Аллах Субханаху ва Тааля? «Фазадахум Аллаху марада, ва лахум азабун алимун», и их ожидает болезненное наказание. Азаб – наказание, алим – болезненное. Наказание Аллаха Субханаху ва Тааля, оно причиняет боль. Наказание в аду, оно причиняет боль. И боль эта, она двух видов. Она телесная, как пример Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Куллама надыджат джулудухум баддальнахум джулудан гайраха лиязукул азаб». Каждый раз, когда сгорает их кожа, мы заменяем ее новой, чтобы они вкусили наказание. Это наказание телесное. Но также мы знаем, что есть боль душевная, сердечная боль. И тут обитатели ада, их эта боль
тоже коснется. Как Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَهُمُ النَّارُ. Что же касается нечестивцев, то их место в огне. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا. Каждый раз, когда они будут пытаться выйти из этого огня, они будут возвращены туда. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ. Вкушайте наказание, в которое вы не веровали. То есть это порицание, это упрек им, напоминание о том, что вы сами сюда попали, так получайте же сейчас то, что вы заслужили. Это уже упрек, это уже наказание душевное. И также у нас будут другие высказывания в их адрес. И все кончится в итоге словами, что «иннакум макithun», вы здесь будете навечно. У них телесное вечное наказание и душевное, нет никакой надежды на спасение. И далее Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Бима кану якзибун». Это наказание коснется их за то, что они обманывали. Здесь в этом аяте есть два вида чтения. «Бима кану якзибун» и «бима кану юказзибун». Мы знаем, что у нас есть несколько кираатов, несколько вариантов чтения Корана, которые лишь дополняют друг друга и дают дополнительный смысл. Так вот же в этом аяте есть чтение «Фи кулубихим марадун фазадахум Аллаху марада ва лахум азабун алимун бима кану якзибун». И другое чтение «Фи кулубихим марадун фазадахум Аллаху марада ва лахум азабун алимун бима кану юказзибун». Заметили разницу, да? Якзибун и юказзибун. В чем же разница в арабском языке? Якзибун — это наказание коснулось за то, что они обманывали. Обманывали якзибун. Они обманывали Аллаха, они обманывали пророка, они обманывали верующих. А юказзибун же это считали ложью. Они считали ложью послание пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они считали ложью сообщения о судном дне, они считали ложью религиозные тексты. Так вот же в лицемерах они и считают ложью, так же, как и неверующие люди. Но что прибавляет им еще большего греха, то, что они, наряду с тем, что они не признают, не верят, считают ложным, они обманывают, говоря, что мы верим. Они обманывают, говоря, что мы верим. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Инналь мунафикина фи даркил асфали минан нар». Лицемеры будут в самом низу ада, в самой низшей части ада. Да, как ученые говорят, ад, он идет, да, степенями вниз, так же, как рай идет степенями наверх. И самое худшее, самое страшное наказание ожидает тех, кто находится на самом низу ада. Да? Все, что внизу, наверху, выше над ними происходит, а мы знаем, это сгоревшие тела, да, гной, который выделяется из тел, кровь, это все куда? Оно никуда не девается, оно все стекает, и все вниз собирается, и в этом самом низу будут пытки и мучаться именно лицемеры. Потому что они не просто считали ложным, но они обманывали, говоря, что мы верим. И тем самым они приносили еще больший вред религии. Человек, который неверующий, он, понятно, он в открытую конфликтует, он в открытую вступает в конфронтацию, он в открытую даже может выйти с оружием против верующего. Это явный враг. Ты видишь его. Но лицемер же, он хуже тем, что ты не знаешь его. Он скрытый враг. Он может твои секреты передавать твоим врагам. Он может тайны передавать твоим врагам. И поэтому лицемеры, они в истории вносили самый больший вред для мусульман. И с ними нельзя ничего было поделать. Когда некоторые сподвижники предложили пророку, саллаллаху алейхи вассалям, казнить этих лицемеров, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нет, я боюсь, что люди подумают, что я убиваю, казню своих сподвижников. Ведь эти люди, они стоят с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, вместе читали намаз, вместе совершали определенные обряды поклонения. И если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начнет их казнить, то что подумают другие? И это будет негативно сказываться. И получается, никуда не денешься, не вынужден с ними как-то жить.
и всегда переживать, как бы они не воткнули нож сзади. И такие случаи были, если мы прочитаем сиру пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Именно поэтому из-за своего вреда, который они наносили верующим религии, они заслужили самое худшее наказание. И далее Аллах Субханаху ва Тааля переходит к их описанию. И первое качество лицемеров. Аллах говорит: «Ваида киля лахум ла туфсиду фил арды, калу иннама нахну муслихун». И когда им говорят: не распространяйте нечестие на земле, они говорят: мы лишь совершаем благое. Не распространяйте нечестие. Это подразумевает совершение грехов и ослушание Аллаха Субханаху ва Тааля. На земле, тут можно понять буквально на земле, либо понять: не распространяйте нечестие среди обитателей земли. Буквально на земле как понимать? Потому что совершение грехов людьми, оно приносит вред земле самой. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля отнимает благодать, баракат из-за грехов, которые люди совершают. Засухи, да, какие-то определенные природные катаклизмы, да, природные явления. Это как следствие того, что люди совершают грехи, и, следовательно, получается, из-за совершаемых грехов страдает сама земля. То есть это буквальное понимание слов: не распространяйте нечестие на земле, не портьте землю. Другое же значение: не распространяйте нечестие на земле, то есть среди ее обитателей, среди людей. И лицемеры, они так и поступали. Они выдавали тайны мусульман. Они заключали союзы, договора с враждебными племенами, с племенами иудеев и другими, для того, чтобы максимально стараться навредить мусульманам и пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Или также мы из этого аята понимаем, что из качеств лицемеров они совершают какие-то деяния, которые явно являются порицаемыми, запретными в религии, не соответствующими пути и сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, но при этом они думают, что они поступают правильно и говорят: мы делаем это правильно. И это одно из больших заблуждений, конечно же. Истинный путь, правильный путь — это лишь тот путь, которому сообщил Аллах Субханаху ва Тааля, и о котором сообщил нам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Все деяния, которые мы совершаем, они должны быть на основе этого. И на основе понимания ученых, так как они понимали Коран и Сунну. А не так, как человек сам думает, что это правильно. Не так, как человек сам думает, что это правильно. Да, на сегодняшний день, и оно всегда было большая ошибка, заблуждение, что человек соблюдает законы религии и руководствуется религией так, как он думает, что это есть правильно. Он даже может выполнять религиозные обряды, да, читает, может даже намаз, руководствуется в вопросах халяля и харама. Не так, как ему сказали ученые, знающие люди, а так, как он думает, что так оно правильно, или так, как ему хочется. Такой грех именуется, такая болезнь сердца именуется гурур. Гурур — это когда человек думает, что он прав, и руководствуется и поступает не на основе знаний, а на основе собственных желаний и страстей. И то же самое здесь с лицемерами происходило. Они что-то совершали, они совершали явное порицаемое действие, но при этом и говорили они: мы поступаем во благо, мы делаем это с благими целями, благими намерениями. И как в некоторых тафсирах приводится, что такими словами они говорили: мы хотим примирить между двумя сторонами, мы стараемся примирить. И таким образом они пытаются угодить и одной стороне, и другой стороне, и не относятся к себе ни к одной категории. И что же Аллах Субханаху ва Тааля говорит? «Калу иннама нахну муслихун». Они говорят: мы совершаем благое. Но Аллах говорит: «Аля иннахум хумуль муфсидун, валякин ла яш'урун». Но нет же, они являются нечестивцами. Они распространяют нечестие, но при этом они не чувствуют этого. Они распространяют нечестие, но при этом не чувствуют этого. Это тоже одно из форм наказания Аллаха Субханаху ва Тааля. То, что Аллах внушает человеку какие-то порочные действия, и человек, совершая их, думает, что он делает какое-то доброе дело.
а на самом деле он совершает порочные действия. И когда ему даже люди со стороны говорят: не делай этого, ведь это не подобает совершать, он говорит: нет, я совершаю это, да, у меня есть благие намерения, благие цели, я хочу достичь того-то, того-то, того-то. И он, получается, думает, что в этом благо, а на самом деле в этом лишь есть зло и грех. На этом, иншаллах, дорогие братья, мы закончим, и на следующей лекции мы продолжим описание неверующих и их качества, лицемеров и их качества. Субханакаллаху бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله